Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на 4-м заседании Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания с видеотрансляции сегодня, 26 апреля 2018 года, в Коми Республиканском институте развития образования. На сегодняшнем заседании у нас присутствует руководитель РМО Тырина Нина Иверовна и преподаватели практики Киселева Елена Петровна, учитель истории обществознания школы номер 1 города Микунь, учитель истории и обществознания школы номер 38 Апаницына Марина Александровна, учитель истории и обществознания технического лицея Любовь Васильевна Абрамовская, Наталья Владимировна Ивлева, учитель школы номер 28, Кремер Иван Владимирович, учитель школы номер 12. Ну и к нам сегодня присоединились преподаватели из Сыктывкарского автомеханического техникума. Наше заседание сегодня посвящено очень важной теме, которая заключается в следующем. Это организация работы наставника со студентами-практиками, организация работы наставника с молодыми специалистами. По плану мы с вами должны рассмотреть несколько вопросов. Это вопросы организации работы наставников с молодыми специалистами и студентами, затем итоги деятельности Республиканского методического объединения в 2017-2018 учебном году и запланировать предварительно вопросы на следующий учебный год 2018-2019. Уважаемые коллеги, включайтесь в обсуждение вопросов заседания в чате. По первому вопросу нашего заседания организация работы с наставниками, наставника с молодыми специалистами, у нас представлены выступления наших педагогов. Это Марина Александровна Апаницына, Любовь Васильевна Абрамовская, Елена Петровна Киселева. И в такой последовательности мы предоставим слово нашим уважаемым преподавателям. Пожалуйста, Марина Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Понятие наставничества получило современное значение в 60-е годы XX века и стало рассматриваться как важная форма профессиональной подготовки и воспитания учительской молодежи. Наставники молодых педагогов становились авторитетные, с хорошей профессиональной подготовкой и богатым жизненным опытом учителя. В 70-80-е годы XX века с целью лучшей адаптации молодого специалиста в педагогическом коллективе для совершенствования практических навыков выпускники учебных заведений проходили стажировку по специальности под руководством администрации соответствующих учебных учреждений. Я сама пришла в это же время работать в 1978 году и как раз получила такую закалку хорошую в это время. Нас курировала Каткова Эмилия Михайловна, которая уже ушла из жизни. Но я в этой школе уже работаю 41 год. И поэтому, конечно, за такой большой промежуток времени теперь уже мы, принимая опыт, тоже работаем с молодыми коллегами, которым, будем говорить, оказываем какую-то помощь. Мною разработана программа, которую я так и называю «Учи ученого». Потому что это просто мое мнение такое. Я вижу роль в процессе наставничества, конечно, у нас сугубо играет только в основном руководитель школьного методобъединения. Ну и я считаю, что все-таки, если раньше нас курировали очень жестко, я помню, когда к нам приходили на урок, Эмилия Михайловна приходила, мы так сконцентрировались все, боялись, потому что у нас каждый первый, второй, третий, пятый уроки, которые посещал учитель-методист, заслуженный учитель такого уже более значимого возраста,
Она нам за каждый урок ставила отметку. За один, когда-то пол, когда-то два, когда-то три. И от нас требовали очень жестко выполнения тех требований, которые давал нам учитель. И буквально через год-два она нам на самом деле так методически грамотно нас учила, что мы уже могли, я вот уже в 81 году сама выступала в КРИРО. Мне так было приятно, что я выступала, я делилась уже со взрослыми коллегами. До сих пор хранится мое выступление. Самодельное изготовление и использование самодельных наглядных пособий на уроках истории. И буквально она продолжала еще долгое время курировать. А сегодня, конечно, мне кажется, мы немножко как бы уходим в более такую демократическую сторону. Мы не так жестко курируем наших молодых коллег. Но вот моя программа, которую мы разработали совместно с нашими коллегами, цель, конечно, программы оказания помощи молодому учителю в профессиональном становлении через два ведущих направления. Это профессионализацию и социализацию. Но в основном я, конечно, возьму только одно направление, это профессионализацию. И считаю, что любой молодой учитель, который приходит в школу, конечно, очень мы рады, что молодое пополнение приходит к нам. За прошлый год, допустим, мы сами убедились, у нас 4 учителя молодых приходили, но они почему-то не очень адаптировались, и все покинули стены нашей школы. Итак, значит, какие этапы я могу выделить? Адаптацию, это освоение новой профессии, ее ценностей, приобретение автономности. И второе, это, конечно, стабилизация. Здесь молодой человек приобретает, молодой учитель, приобретение профессиональной компетентности, успешности. И третье, это, конечно, его преобразование, это уже самодостаточность. Он уже понимает и способствует свою какую-то инновационную деятельность. Ожидаемые результаты данной программы, конечно, должны быть в результате. Поэтому я думаю, что, как и любая деятельность наставничества, раньше она оплачивалась. Сейчас, я так думаю, не знаю, как коллеги со мной поделятся. Сейчас это чисто такая работа по усмотрению школьного руководителя методобъединения, и она не оплачивается. Поэтому, конечно, ожидаемые результаты мы всегда ждем. Она должна помочь все равно молодому специалисту на всех уровнях, конечно, подняться. Значит, в моей программе прописываются, если кто-то захочет ознакомиться, задачи программы, да, активное целенаправленное формирование, уже осознанной мотивации быть учителем. Буквально по роду деятельности мне не так давно побывала я в Москве, и я наткнулась на очень хорошую статью в газете. Это «Московский опыт». Как хорошо, что Москва решилась за это. Они стали во всех педагогических вузах Подмосковья. Появляются учебные классы, полностью имитирующие школьные. И со всем необходимым даже оборудованием. Поэтому такое поручение им дала министр образования региона Марина Захарова. И цель – это нововведение, максимально подготовить молодых педагогов к работе в школе. Будущим учителям также призваны помочь и пассивная практика с первого курса. Мы знаем, что у нас сейчас студенты к нам приходят уже более на позднем этапе, да, они приходят на 4-м, 5-м курсах, раньше приходили. А тут прямо, посмотрите, прямо с первого курса, это, конечно, очень здорово. И поэтому нам бы перенять тоже такой опыт. Так, и я так считаю, что основное, это, конечно, основную цель и основную задачу, которую, допустим, мы ставим, да, это взаимная заинтересованность молодых начинающих учителей, чтобы они были все равно мотивированы на работу в школе. Цель наставничества, я считаю, что все-таки она должна быть и должна быть выражена в развитии учащихся. Это прежде всего, если он увидит связь между деятельностью молодого специалиста и детьми, мы уже понимаем, что на первом этапе он адаптировался, этот молодой, еще не совсем, может быть, талантливый, но педагог в любом случае. Так, в работе, значит, в программе прописывается первый этап как адаптационный период, поэтому, который представляет круг обязанностей и полномочий как со стороны молодого человека, значит, учителя, так и со стороны наставника. Так, потом целиком прописываются все обязанности, я не буду зачитывать эти обязанности. Все мы понимаем, что, конечно, вместе с молодым специалистом надо разработать план, который бы был ему понятен для того,
как начинает работать в школе, потому что всегда его ожидают какие-то моменты, которые не всегда ему будут понятны, вплоть от охраны труда до наших проблем, которые решает школьный метод объединения. Обязанности наставника, да, которые тоже прописаны очень четко. Так, ну и затем мы обычно говорим, что если молодому учителю сразу дадут в кабинет, отпадает сразу, конечно, очень много проблем. Если это здорово, конечно. Если у него нет кабинета, конечно, с ним очень сложно. Так вот, когда мы составляем план, то, конечно, обязательно включаем нормативные документы, особенности деятельности школы. Да. Ну и, конечно, самое главное – это заставить наставника, вернее, нашего молодого специалиста, чтобы он как можно больше посетил уроков у разного, конечно, может быть, разной квалификации учителей, не только учителей истории и обществознания, ну и заниматься повышением такого, говорим, практическими навыками больше бы занимался, потому что совершенствовать свой общеобразовательный культурный уровень, периодически отчитываться о своей работе, что ему удалось, что ему не удалось, примерно каждую четверть. Пусть это будет не очень, конечно, большой отчет, но он должен быть. Поэтому план работы полностью тоже присутствует в программе, что и как. Но я так думаю, что самое основное, это, конечно, может быть час общения с ним, и выйти буквально сразу на первых, может быть, месяцах работы молодого учителя, надо выявить его основные проблемы, с которыми он будет сталкиваться, как работать и адаптироваться в школе очень быстро. Хотя мы сами тоже ведь проходили все это и знаем, что адаптироваться, первые 2 года уже очень, конечно, если ты первый год продержался, то первый и второй, они являются самыми основными. Поэтому затем где-то уже ближе к декабрю-январю научить уже анализировать урок, виды анализа, посетить большое количество его уроков. Пусть это не всегда, конечно, удается, потому что побольше давать ему консультации разного рода, эффективность урока. Это результат организации активной деятельности учащихся. Самое главное, что он поймет, что без посещения уроков других коллег обязательно, конечно, как достичь эффективности, конечно, он может посещать уроки, будем говорить, разных, не только одних учителей истории. И для того, чтобы оптимизировать выборы методов средств обучения, это ему тоже позволит. Потому что с каждого урока мы черпаем какую-то изюминку. Итак, далее мы идем. Но вот основной вопрос, я считаю, что все-таки для молодого специалиста, и мы ему всегда помогаем, это проблемы дисциплины на уроках. Ну и, может быть, даже как-то здесь подключить и психолога школы. Знаем, что сейчас у нас есть во всех школах. Для того, чтобы подвести как-то итоги работы молодых учителей, вот как-то в настоящее время это было немножко у нас потеряно, даже в работе нашей школы, я вижу. Мы раньше всегда проводили подведение итогов работы любого школьного метода объединения, особенно молодых. Мы делали методическую выставку, особенно достижений молодых учителей, создавая такую прекрасную, такую большую по объему книжку-раскладушку всего уроков, что он достиг и так далее. Сегодня мы бы назвали просто проспект, да, достижениях. И в конце года мы подводим итоги работы обязательно. Есть анкеты специально разработанные, они разработаны даже не нами, они разработаны уже методически нашими службами. Она так и называется анкета, которая помогает ему оценивать с его точки зрения педагогическую деятельность молодого учителя. И уже вторая, которая есть, как мы говорим, критерии, да, оценка педагогической деятельности молодого специалиста учителем, наставником, и по следующим критериям там, конкретно разделено на ряд колонок, очень даже доступно понимание не только нами уже зрелыми учителями, но и даже сам молодой, значит, специалист, он тоже понимает, что от него требуют. Вот так, допустим, устойчивое, осознанное, активное отношение молодого специалиста к профессиональной роли учителя. Он должен расставить со мной вместе плюсики где-то. Они аналогичную работу делают, когда приходят к нам на практику в качестве студентов.
Уровень, значит, владения педагогическим и методическим мастерством. Тут тоже все очень хорошо расписано, как это нужно сделать. Ну и третий критерий – это степень согласованности компонентов профессиональной адаптации в процессе подготовки молодого учителя. Здесь 3 важных критерия выделены. И даже мы уже говорим, где мы принимаем уровень решения профессиональных задач, уровень корректировать и прогнозировать результаты своей деятельности, и он, и, допустим, и уже сам куратор, который руководит им, и адекватность самооценки и готовности к работе в образовательном учреждении. Ну, если где-то приблизительно год продержится молодой специалист, то это хорошо, и он останется в школе у нас работать. Мы только будем рады. И еще мне хочется из этой же газеты московской вот поделиться с коллегами таким. Последние 3 года школы, любая школа, в частности пишется о Мытищинской школе, которая заключает договор о сотрудничестве с Московским государственным областным университетом. Я не знаю, как коллеги здесь ко мне тоже поддержат меня. У нас есть тоже договор с СГУ, да, с Государственный университет. Наша школа является тоже базовой, и мы с удовольствием принимаем разного рода студентов. Это тоже хорошо. Так, ну я так думаю, что я со своей, так сказать, позиции, свое мнение и часть своей программы я изложила, поэтому, пожалуйста, если какие-то будут вопросы. Да, можно писать их в чате, да. Если позволите, я бы хотела маленький вопросик Марине Александровне задать. Это относительно вашего мнения. Какой он сегодня молодой специалист, молодой учитель 21 века? Насколько он восприимчив к тому, что говорят ему его наставники, учителя 20 века и переходного периода 21 века? Насколько здесь важна связь 2 поколений? Значит, я уже как бы немножечко выделяла, что мы тоже когда-то были, да, с вами молодыми, значит, педагогами, и когда нам передавался опыт, мы это воспринимали как нам необходимое, нужное, и, может быть, тот период, такой сказать, скажем, в образовании, да, он нам не позволял говорить слово «нет». Или «я не буду», «я не хочу». Сегодня к нам, конечно, часто очень, тем более мы за год только 4 историков поменяли, поэтому все это молодые люди были. Поэтому они сразу приходили и говорили: вот это я не буду, это я не буду, это я не буду. А не так, что вот давайте попробуем что-то сделать, давайте поучимся что-то делать. Может быть, как-то их уже там, уже на уровне, когда вот это бакалавра, их там не мотивируют на работу школы. Если бы их сразу говорили и мотивировали на это, то они, наверное, все-таки как-то более, ну, может быть, организованнее себя вели и прислушивались к голосу старшего учителя. Вот дети приходят, я уже их тоже детьми называю, да, они приходят совершенно такие, знаете, амбициозные очень даже. Они любят себя больше, чем, допустим, я думаю, детей, которым они пытаются что-то там. И поэтому и с нами они, конечно, мы понимаем, что с разными характерами, с разным темпераментом все приходят. Но вот таких, конечно, конфликтов-то нет. Они все равно выдержаны. То, что вот они могут сказать: я не буду. Позиция, да? Да, есть у них своя позиция. Мне бы хотелось еще тогда маленький вопрос. Вот если молодые специалисты, которые говорят: вот это я уже знаю, чтобы мы порадовались, что да, этому учить их не надо, нам, стажистам, это они знают. Вот есть такие случаи? Нет, ну, конечно, есть. Но мне так кажется, что все равно нужно выслушать наставника, согласиться, потом еще раз подумать и сказать: о, оказывается, я это не знал. Потому что, мне кажется, мы век живем и век учимся. Так ведь? Поэтому вряд ли, что студент, тем более, который еще не проработал даже года, может сказать, что я знаю все. Нет. Даже и в теории. Нет, мы даже уже взрослые люди, отработавшие 40 лет. В этой аудитории есть люди, кто и старше, больше 40 отработал. Мы и то не всегда можем сказать, что я знаю все. Тем более на методическом уровне, тем более на дидактическом уровне, правильно? А на психологическом тем более. Спасибо, Марина Александровна. Мы разовьем данную тему в выступлении Любовь Васильевны. Небольшую маркировочку делаем вместо расположения. И к нашему разговору подключается Любовь Васильевна Абрамовская. Это учитель истории и обществознания технического лицея. Пожалуйста, Любовь Васильевна. Я согласна с Мариной Александровной в том, что в работе наставника не должно быть ничего торопливого.
что все должно быть спланировано, должен быть план. Ничего нельзя, если ты работаешь с молодым педагогом, историком, не историком, все равно. Не должно быть ничего на ходу. То есть все как бы должно, как сказать, ничего нельзя между делом. Все сделать, все должно быть как бы упорядочено. Конечно, наставничество – это сложный труд. И на сегодняшний день проблема наставничества, она актуальна. Дело в том, что в школах хороших наставников тоже нет. Почему? Учитель не соглашается, стажист. У него много уроков. Так? Наставничество требует времени, достаточно большого времени. И еще, наставником, с моей точки зрения, может быть только тот учитель, который предан своему делу, который любит свою работу, увлечен ей. Только такой педагог может что-то передать учителю. Прежде всего, между наставником и молодым учителем должно быть доверие, уверенность, что все получится. А молодому учителю действительно нужна помощь. Как правило, если приходит молодой специалист, мы на него или внимания особого не обращаем, даем, может быть, иногда не очень хорошие классы, а может быть, заваливаем его всей работой, и внеклассной, и учебной работой, и часов даем побольше. И в таком случае для молодого специалиста самый настоящий стресс наступает. Вот. А мелочей в работе, конечно, учителя не может быть. Я с любовью вспоминаю своего наставника, Петр Маркович Лежанин. Вы знаете, это был удивительный человек. Столько времени прошло немало, 47 лет. Мне иногда кажется, что я помню все его слова. Ну, например, он мог меня спросить: у тебя сегодня был урок? Был. А сколько оценок ты поставила? Если скажу что одну, если спросят, а почему так мало? Когда-то помню, я работала в Прилузском районе, а Петр Маркович был заведующим управлением народным образованием. Естественно, человек занятой. Но, тем не менее, он находил время, чтобы поработать со мной как с молодым специалистом. Когда-то, помню, вызвав на совещание меня, он попросил принести 2 тетрадки ученические. Мороз, холодно, собирать дети в школу уже 2 дня не ходят. Ну, где-то так, 2 тетрадки нашла у учеников, привезла. Совещание прошло, и у меня было такое ощущение, что мои тетради он изучает больше, чем вел совещание. Потом пошел разговор. Первые его слова были: молодец. И я чувствую, что у меня выросли крылья. Я еще не знаю, почему молодец. Но то, что меня похвалили, мне было очень приятно. А потом, через некоторое время: что же ты так Люду Кетову обидела? Как обидела? А посмотри, как хорошо она выполнила 2 домашние работы. А ты не поставила отметку. Но это же домашняя работа. Тем более ты должна была оценить и при классе похвалить ее за хорошую работу. Вы знаете, это вот мелочь, но я считаю, что молодому педагогу о таких мелочах надо говорить. Как работать с программой, подчеркнуть основные моменты в программе, выделить основное. Надо помочь молодому учителю вникнуть в лексику предмета, показать самые лучшие учебники. Может быть, даже в школе их нет на сегодняшний день. Сказать, что вот такой учебник желательно приобрести, чтобы ты сам мог пользоваться им. Дальше. Я, например, когда работаю с молодым учителем, даже прошу прочитать учебник от начала до конца. А потом карандашиком мы с ним выделяем, какие вопросы основные, и на них надо обязательно ответить, а какие, может быть, можно упустить. Ну и, конечно, все молодые учителя учатся на наших уроках. И всегда как бы продумываю серию уроков, на которые приглашаю ученика, специалиста. Но вы знаете, я не просто приглашаю его на урок, я тут же после урока сама начинаю проводить самоанализ собственного урока. У него спрашиваю, что ему понравилось, что нет. Ну, как бы не жалея себя, тоже слабые места свои показываю. Классно не приходится, иногда очень хорошо подготовишь урок, а он не очень удачный бывает. Ну, а потом договариваемся, когда я могу сходить на урок к нему. И также теперь уже он анализирует урок свой, и мы как бы вместе делаем вывод.
Всегда молодому специалисту помогаю готовить открытый урок. Вот Марина Александровна сказала, действительно, в традиции, я тоже работала в 38-й школе. Знаю, что вот итогом работы годовой с молодым специалистом были своеобразные открытые уроки и выставки наработок молодых учителей. То это тоже очень важно. Понимаете, чтобы он видел результат своей работы. Молодого специалиста, молодого учителя надо уметь за что похвалить. Пусть это будет мелочь маленькая. Как-то тоже Петр Маркович, он знал всех моих учеников, несмотря на то, что расстояние между нами было около 180 километров. Вот. Спрашивает, ну как у тебя там Кетов, Сережа, все балуется? Балуется. А ты присмотрись к нему. Не только на уроке, но и в другое время. Может быть, найдешь, за что его похвалить. И я действительно единожды Сережу похвалила за то, что папа пришел у него и вешалку приколотил в школе. Вы знаете, Сережу было не узнать. До сих пор, встречаясь даже здесь в городе, знаете, он изменился, весь изменился. Может быть, даже и молодого учителя стоит иногда похвалить, как нам кажется. Ну, ни за что, но тем не менее. Найти за что. Конечно, конечно, да. Чтобы вот как у меня за тетрадки крылья выросли, похвалили. Что я такого сделала? Но я потом поняла, вы знаете, поняла вот какую мудрость моего наставника. За год он показал мне, на что я должна обратить внимание, то есть не упустил ничего. Как заполнять журнал, как выставлять отметки и сколько их ставить. И сейчас, заканчивая каждый урок, я, выходя из класса или отпуская класс из кабинета, всегда себя спрашиваю, а сколько ты сегодня поставила отметок за урок? И иногда говорю, плохо поработала, отметок мало поставила. Ну вот так, потихоньку молодой человек становится более уверенным. Ну и, наверное, еще одно. Конечно, когда молодой специалист приходит, они немножечко, правильно Марина Александровна сказала, самоуверенные. Вот. Но, может быть, иногда владеют современными технологиями. Их, безусловно, учат. У них есть предмет-методика. Но как ее применить, да, зачастую бывают трудности. И еще у молодого специалиста всегда, когда он пришел в школу, стресс бывает. В чем? Он его учит в том, что контакт у него будет с учеником, а когда приходит, ну, коллеги, ладно, это завуч обязательно, дальше ученики, родители, а сегодня с родителями тоже работать достаточно сложно. Ну вот такой, может быть, небольшой опыт, хотя, конечно, есть много молодых специалистов, которым я помогла встать на ноги. Они работают у нас в городе и за пределами города Сыктывкара, везде. Ну, а проблема актуальна. И вот Марина Александровна опять затронула тему того, что раньше наставничество как-то оплачивалось, немножко поощрялось. Я думаю, что и сегодня все-таки директора должны найти возможность, ну, как-то поощрять людей, которые желают и которые могут, а у нас очень много учителей, которые могут передать свой опыт молодым специалистам. Ведь у нас общий интерес заставить, ну, как помочь, и чтобы не кидались они, не уходили из школы. Проработав 1-2 года, очень обидно, когда и 5 лет молодой человек проработает и уходит из школы. Разочарование наступает. Но все-таки как-то надо его оставить в школе. Тем более проработав 5 лет. Вот, пожалуйста. Спасибо, Любовь Васильевна. Я полагаю, что коллеги подключаются с вопросами, да? У меня есть к вам вопросы, если позволите. Да? Есть вопросы? Можно я задам такой вопрос? Вы коснулись очень важной темы относительно материального стимулирования, поощрения наставника в работе с молодыми специалистами. Это, безусловно, важная проблема, которую, понятно, что мы, учителя практики, решить не в состоянии, не входит это в ведение нашей компетенции, это в ведении администрации учебных заведений. Но у меня вопрос несколько иного плана относительно временных рамок. Вот молодой специалист пришел в школу, да? Вы являетесь наставником с огромным
педагогическим стажем, да, Мгм. опытом работы. Вот сколько по времени, вы как полагаете, требуется для того, чтобы курировать этого молодого специалиста, что он уже готов сам в свободное плавание, без наставника дальше двигаться по трудовой вот этой линии? Ну, вы знаете, во-первых, наставник не должен быть навязчивым. Это первое. Очень много делается из-под. Вот, например, Петр Маркович мою работу определил по тетрадям учеников. Что они, то есть я потом только поняла, что тетрадь это как бы лицо учителя. Вот. Времени требует, конечно, много, особенно при подготовке программы, по которой он работает, ознакомление с учебником. Нужно ориентировать на хорошие сайты. Ну, нынешняя молодежь, она знает лучше нас все эти продвинутые сайты, где можно взять какую информацию. А вообще, как бы нельзя тратить его лишнее время и свое. Тут нужна мера. И тут уже как поддается, вот Марина Александровна уже говорила, как поддается, да? Да, вот это молодой специалист иногда бывает хватает года и даже полгода для того, чтобы он адаптировался, ты чувствуешь, что он как бы понимает тебя, откликается, он с удовольствием на уроки ходит, ну и приглашает к себе. Вот. А иногда требуется дольше. Любовь Васильевна, большое спасибо. Вы задали еще один важный вопрос. Это вопрос относительно отбора содержания, да, преподаваемого предмета. А поскольку наши молодые специалисты обладают широкими возможностями поиска данной информации, но, к сожалению, недостаточными возможностями отбора данной информации. Да? Перегружать. Да, не надо. Вот поэтому мы с программой я работаю, например. Вот я говорю, что лексика обязательно должна быть вся выдержана. Мы подчеркиваем все, что самое главное. Ну и учебник. И здесь очень важен наставник. Да, Хорошо бы каждому молодому специалисту иметь грамотного наставника, который сможет помочь разобраться, да, в структуре, разобраться в содержательной части данного занятия. А затем, как верно подметила Марина Александровна, итогом вот такой деятельности наставничества это открытый урок молодого специалиста. Это как финал их совместной деятельности, и радость, и гордость наставника, и, соответственно, успех самого молодого специалиста, что он смог вместе со своим наставником достичь вот такого положительного результата. Я хочу сказать, что когда я пришла в школу, руководителем нашего городского методического объединения как раз была Любовь Васильевна. И, наверное, она стала для меня одним из первых наставников. Благодаря ей я осталась, в принципе, в школе и до сих пор работаю педагогом. Спасибо вам большое. Можно поаплодировать. Можно поаплодировать. Большое спасибо, что вы об этом сказали. И мы продолжаем данную тему. Немножко мы передвигаемся, чтобы выступающего у нас было видно. И данную тему у нас продолжает учитель истории и обществознания города Миклы, школа номер 1, Елена Петровна Киселева. Пожалуйста, Елена Петровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю себя молодым учителем 30 лет назад, которая пришла в город Миконь после окончания Сыктывкарского государственного университета. Что я тогда знала? Ну, наверное, обладала определенным уровнем знания. По методике, я думаю, что нет. Было очень много проблем. И на моем пути, так же, как у моих коллег, встретился человек. Это был Борис Дмитриевич Косарев, заслуженный учитель Российской Федерации, к которому я просто ходила на уроки. И он своим личным опытом научил меня, как правильно вести уроки, как правильно подбирать материал, как говорить с детьми на «вы». Этих уроков я посетила бесчисленное множество. Нина Евгеньевна, вы спросили, кто он, молодой учитель. Хорошо, если это бывший студент, который изучил множество научных дисциплин и обладает определенным знаниевым уровнем. К сожалению, ситуации бывают разные, и в школу преподавать наши предметы приходят не только студенты после окончания университетов, институтов, но и люди, которые получают свое образование в результате дистанционного обучения. И вот здесь
встают дополнительные проблемы. Конечно, в начале педагогической деятельности новички сталкиваются с разными проблемами. И неумение точно рассчитать время на уроке, и затруднения при объяснении материала, и кажется, что уроков им хватит точно. И вот в связи с этим, наверное, нужен наставник. Но в последнее время все чаще наставничество подменяют иными понятиями. Мы слышим тьюторство, мы слышим коучинг, менторинг. А наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения социального опыта, форма преемственности поколений. В педагогике одна из эффективных форм профессиональной адаптации, потому что нужно отметить, что учителя, не получив должной поддержки, они круто меняют свою жизнь, отвернувшись от школы. И мы это видим. В любой школе, безусловно, все начинается с нормативно-правовой базы школ, с локальных актов. И в данном случае в образовательных учреждениях имеются положения о наставничестве, о школе молодого специалиста. Думаю, что во всех школах, где есть молодые специалисты, имеются планы работы, на основании которого осуществляется с ними деятельность, и закреплены наставники на основе приказов. В Усть-Илимском районе мне очень интересен школа номер 3, несмотря на то, что я работаю в школе номер 1 города Микунь, школа номер 3 поселка Жешерт, где очень грамотно поставлена работа с молодыми специалистами, она совпадает с моими мыслями и идеями. Вся деятельность, она систематизирована. Согласно плану работы проводится 10 заседаний, на которых рассматриваются такие вопросы, как... Начинают они, конечно, с плана работы с электронной и бумажной документацией. Рассматривают вопросы целеполагания в деятельности учителя, формы организации, типологии уроков, организацию методической работы, организацию учебно-познавательной деятельности, развитие познавательных интересов школьников и иные, вплоть до активных форм и методов обучения. Я считаю, что на протяжении, особенно первого учебного года, должна осуществляться помощь при подготовке и учебных занятий. Должно быть посещение и анализ уроков, о чем говорили коллеги, которые выступали передо мной. При этом, и об этом отметила тоже Марина Александровна, что молодой учитель посещает уроки учителей предметников, а не только учителя-наставника. И еще очень хорошо бы, если учитель посещал уроки молодых специалистов, тех, кто только пришли в школу. Важным является общение с учителями, которые пришли в школу не 20-30 лет назад, как мы, а с теми, с кем он на одной волне. Это те учителя, которые пришли 1-2 года назад. Потому что в результате этого они делятся опытом работы, и получается, что трудности, с которыми сталкивается молодой специалист, молодой учитель, с ними были и у других, и все они решаемы. Как уже сказали, наставничество – это постоянный диалог, психологические тренинги, круглые столы, мозговые штурмы, презентации работы, особенно как классного руководителя. Почему? Потому что у молодых учителей это получается легко, используя различные формы работы. И в результате вхождение начинающего учителя проходит легче, он чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. Безусловно, растет профессионализм. И если говорить, то молодой учитель, он собирает свое портфолио, комплект документов, да, и цель его в том, чтобы представить свой опыт работы. Потому что если учитель будет работать только для себя и не будет себя презентовать, то, к сожалению,
он может угаснуть. Презентовать он может себя, и сейчас молодые специалисты, нужно отметить, презентуют себя замечательно. Мы видим учителей, которые проработали 3-5 лет в школе, и они показывают прекрасные результаты. Фору нам дадут, фору. Хотелось бы остановиться, что наставничество, в свою очередь, является формой самоанализа самого педагога-наставника. Потому что, чтобы осуществить педагогическую деятельность, мало просто быть опытным, высококвалифицированным педагогом со своей сложившейся определенной системой деятельности, но и необходимо развивать свой творческий потенциал. Ты должен быть интересен и постоянно находиться в определенном научном педагогическом поиске, совершенствовать свои формы работы, чтобы, да, говорили, он понимает, он на нашей волне. Наставничество помогает увидеть перспективы самому наставнику-учителю. При успешном осуществлении наставник ощущает свой вклад в профессиональной адаптации молодого учителя и получает удовольствие от общения с учителем. Безусловно, нужно стремиться к совершенствованию. Самое главное – быть открытым для педагогических новаций. Таким образом, мы можем четко сказать, что наставничество – это эффективный способ передачи мастерства молодежи. И молодой задор, креативность, энтузиазм молодых специалистов, они являются подспорьем в данном процессе. К сожалению, наша школа, она не может похвастаться изобилием молодых специалистов, наверное, как многие школы. И очереди в школы нет. А значит, проблема даже не в том, как передать свой опыт, а проблема в том, кому передать этот опыт и где найти молодых специалистов, которые останутся в школе. И еще повторяю, что наставником можно быть не только в своей области, скажем, истории, а наставником мы можем быть и для учителя биологии, и для учителя информатики, и даже для учителя из другой школы. То есть опыт, передача опыта заключается не только в том, чтобы передать опыт учителю по своей специальности. Благодарю за внимание. Если будут вопросы, буду рада ответить. Нина Веровна. Большое спасибо, Елена Петровна. В продолжении разговора, начатого Мариной Александровной и Любовью Васильевной, Елена Петровна отметила важность современного наставничества в условиях нашего времени, 21 век. И помимо ранее указанных вопросов, вы сделали акцент относительно фиксации своих результатов. Да? Да. Не только фиксировать свои результаты, но, как об этом говорили и Марина Александровна, и Любовь Васильевна, но и транслировать свои результаты. Пусть свой небольшой, но все-таки свой личный педагогический опыт молодому человеку важно транслировать. И вот в этой связи у меня вот такой вопрос. Какова роль педагога-наставника в помощи трансляции этого опыта, содержательной части трансляции этого опыта молодым педагогам? Как вы считаете? Но прежде всего, повторюсь, что если говорить о содержательной части, то они умнее нас. Иногда можно сказать, что презентовать-то они себя умеют. А если в плане... Вопрос, что презентовать? Но у них есть находки. И у молодых учителей нельзя относиться к тому, что если они пришли, у них есть интересные приемы, интересные формы. И может быть, помните, как в фильме «Доживем до понедельника»? Счастье – это когда тебя понимают. Наверное, вот эта фраза, она должна быть ключевой и понять их точку зрения. Может быть, она будет неправильной.
И, может быть, он, когда будет презентовать, он в чем-то будет неправ, он покажет не так, но это будет его опыт его работы. Анализ направить можно, а анализ провести уже потом, наверное. Я считаю, что в данном случае можно подсказать, где можно показать этот опыт. То есть это может быть городское методическое объединение, это может быть институт развития, может быть это выступление на собственной кафедре, на методическом заседании. То есть возможность подсказать, где он может, или может быть какую-то работу отправить на инфоурок или еще там 1 сентября. То есть надо уметь подсказать, где он может это показать. Направление. И особенно важно, чтобы молодой специалист не только продемонстрировал данный опыт, получил оценку, квалифицированный анализ для того, чтобы ему дальше расти. Не просто показать, что он достиг. Да? Но, Нина Игоревна, пока учитель не увидит свои ошибки, он не поймет. Дай мне действовать самому, и я научусь. И этот путь трудный, но он тоже имеет место быть. Этот путь сложный. Но если говорить о презентации, то, конечно, начинать с педсовета, а затем уже выходить на более высокий уровень. Спасибо. Я рада за вопрос. Да. Спасибо огромное, Елена Петровна. Елена Петровна в конце своего выступления затронула очень важный вопрос относительно того, как передать опыт. Да? Мы об этом обсуждали с Мариной Александровной, с Любовью Васильевной, об этом говорила Елена Петровна, но также был вопрос и о том, а кому передать. И вот в этой связи у нас есть два выступления. Это Ивана Владимировича и выступление Натальи Владимировны. Это вопрос, который касается работы со студентами-практикантами. Мы небольшую перестановочку опять делаем для того, чтобы можно было увидеть наших выступающих. И вашему вниманию предлагается выступление на тему организации работы наставника со студентами-практикантами. Перед нами выступит Иван Владимирович Креймер, это учитель истории Сыктывкарской школы номер 12. Добрый день, уважаемые коллеги, и имея небольшой такой опыт уже личной работы со студентами-практикантами нашего университета, мне бы хотелось остановиться на некоторых проблемах, которые у них возникают, чтобы каким-то образом, может быть, с вами эти проблемы обсудить, может быть, вынести какое-то решение на уровне работы с университетом, поскольку наши сыктывкарские школы являются постоянными базами прохождения практики, для того, чтобы, может быть, улучшить и качество подготовки будущих учителей, с которыми мы работаем, когда они приходят к нам в школу. Рассматривая и говоря о некоторых проблемах, выделил самые важные, на мой взгляд, то, с чем лично столкнулся во время прохождения практики студентов Сыктывкарского государственного университета. Во-первых, реструктурирование, изменения Сыктывкарского государственного университета, новые специальности, по которым проходит подготовка, то есть долгое время, я думаю, что и большая часть коллег, которые сейчас работают в школу, мы заканчивали университет по специальности историк-преподаватель истории. В свое время у нас не было педагогической направленности специальностей, и большую часть времени, конечно, при обучении нас уделяли именно предметной подготовленности. Сегодня имеется возможность, и уже работаем мы со студентами, именно педагогической направленности, где у них сразу они получают обучение, образование и педагогическое, и направленность предметная, и при том, что там предметно идет история обществознания. То есть, соответственно, мы видим, что, с одной стороны, университет озаботился этой проблемой, но одно из затруднений, которое сегодня, на мой взгляд, возникает, что в погоне, может быть, за всеохватывающим объемом уходит либо предметный уровень подготовленности, либо мы видим, что и на сегодняшний день имеет место быть недостаточный уровень педагогической подготовленности, это владение современными, то, что мы называем образовательными технологиями и основными приемами работы с учащимися. Следующий момент, который, на мой взгляд, тоже и был уже озвучен, это мотивация. Что заставляет готовить урок, провести такой урок, чтобы после этого урока и
педагог, который курирует, пришел в восхищение. Может быть, нас удивить трудно, но и даже в работе со студентами проникают и появляются интересные идеи, которые ты можешь в дальнейшем развить. Но вот, опять же, на своем опыте я вижу, что с вопросом мотивации нужно каким-то образом тоже, это одна из проблемных зон. Особенности школьной среды, то есть куда попадает студент-практикант, это тоже особый мир, и при том, что каждая школьная среда, каждое образовательное учреждение имеет свои сложившиеся традиции, обычаи, да, самое банальное, свой график и режим работы, к которому нужно привыкнуть, и об этом нужно тоже говорить. Затруднения в проведении внеклассных мероприятий, то, что сегодня у нас выходит во внеурочную деятельность, ограниченность форм, которыми владеют, к сожалению, сегодня студенты-практиканты. И система оценивания, контрольно-оценочная деятельность, то, что и для нас является проблемой и затруднением, естественно, вызывает огромные затруднения, начиная с банального, как правильно оценить устный ответ во время урока, как оценить проверочную работу, которую не подготовили. Вот с этими вопросами тоже очень часто возникают трудности. Для того, чтобы попытаться как-то систематизировать свой опыт, представить работы как нужно, ну или как я считаю на данном этапе своей педагогической деятельности, решил рассмотреть основные 5 шагов. Да, первый шаг. Я расскажу, ты послушай. То есть в этом я вкладываю основное, это вводная беседа, для того, чтобы мы понимали, зачем к нам приходит студент-практикант, и чтобы студент сам осознавал, зачем он здесь находится. То есть нам необходимо познакомиться с целями и задачами практики, режим работы образовательного учреждения, потому что случается курьезные ситуации, что предыдущая практика была в другом учебном заведении, нынешняя практика у нас, и несостыковка, например, звонков на уроке. Об этом вроде как нам это понятно, но студенты-практиканты лучше всю необходимую информацию относительно уроков, составления расписания, учебный план, график прохождения практики. Лучше это все, об этом всем договориться сразу, чтобы потом не возникало затруднений, недопонимания. То есть в первоначальном знакомстве, когда приходят первый раз студенты к нам на практику, мы пытаемся эти все нюансы учесть, чтобы потом как минимум свести на минимум стрессовые ситуации, ситуации выражения своего недовольства в отношении того, что вроде как студент пришел, он должен все знать. То есть это большая проблема, которая у нас есть. После этого, конечно, необходимо познакомить со своими, может быть, методами, способами работы, то, что мы называем пассивная практика. Да, но тут тоже есть большие проблемы. Есть, например, у студентов-педагогов, которых сегодня готовят, они приходят на практику на месяц, на полтора приходят. Если студент просто историк, у него практика составляет 2 недели. Соответственно, поработать с таким студентом даже не представляется возможность. То есть он на одной неделе посетил урок, на следующей неделе он дал урок, на этом практика у него заканчивается. И тут как таковой системы ты даже не построишь. Если работать с педагогическим направлением, то можно как раз и рассмотреть возможности демонстрации урока во время пассивной практики. Тут хотелось бы сказать, что уже коллеги говорили о том, что не только показать, но и проанализировать, какие слабые, сильные стороны выделить, обращать внимание на уровень подготовленности класса, с которыми вы будете работать на практике, поскольку один и тот же урок, одна и та же тема, в зависимости от подготовленности учащихся, может пройти совершенно по-разному. И самое важное определиться вот с тем, что я сталкиваюсь, что демонстрируя открытый урок для студентов-практикантов, ты последующие уроки получаешь в том же шаблоне, которым ты продемонстрировал. То есть пример должен быть понятно, что основные элементы этапа урока должны прослеживаться, но ваш продемонстрированный урок, и об этом тоже нужно говорить, он не должен стать шаблоном. Чтобы если вы какой-то раздаточный материал, рабочий материал там, на ленте времени продемонстрируете, что все последующие уроки не должны проходить таким же образом. Но, естественно, в рамках демонстрации урока, в рамках самоанализа урока, конечно, лучше поработать именно с предметной методикой, что сегодня у нас уходит на второй план, а на первый выходит именно технологичность урока, а именно основной наш инструмент, базис, на котором мы основываемся, это исторические источники, карта, иллюстративный материал, он сегодня, к сожалению, западает. И поэтому нам нужно обращать именно на это внимание. Работать не просто с текстом учебника, а работать с историческим источником, умение формировать, поскольку и у нас, что греха таить, мы не всегда можем
правильно прочитать исторический источник, его интерпретировать, сделать выводы, причинно-следственные связи. Вот на это нужно обращать внимание, потому что это одни из предметных результатов, на которые мы в том числе должны работать в рамках современных стандартов, которые у нас предлагаются. Следующий этап – это после того, как мы показали, да, продемонстрировали урок и проанализировали, давайте попробуем сделать вместе. То есть это подготовка уже непосредственно к уроку, внеклассному мероприятию, что входит в обязательные элементы прохождения практики. То есть мы видим, что в первую очередь определиться с формами работы, ну это больше, наверное, внеклассным мероприятием, поскольку уровень классных часов и бесед – это тот минимум, с которым приходит студент к нам на практику, но хотелось бы и современных детей нужно чем-то удивлять. И поэтому здесь нужно знакомить с новыми формами работы, то, что вам интересно, чем вы увлекаетесь. Может быть, и сегодня у нас проводится очень много городских мероприятий, позвать их на городское мероприятие, чтобы показать пример. Если говорим об уроке, то, конечно же, исходить из тех предметных результатов, те самые, то, что называют дидактические единицы, все, что необходимо, чтобы это в уроке именно прозвучало. Ну и, конечно, учитывать психологические, возрастные особенности класса, с которым работаем. Понятно, что мы на практике стараемся дать класс поспокойней, может быть, где-то выбрать по уровню, там, чтобы они были поумнее, может быть, как-то так сказать, да, хотя не совсем корректно, поспособнее, да, лучше так сказать, чтобы хоть какой-то интерес проявился в работе, чтобы практика стала одним из стимулов дальнейшего прихода в образовательное учреждение и профессиональное самоопределение наконец свершилось в этом отношении. То есть вот тут нужно на это обратить внимание. Следующий этап, то это как раз уже мы говорим о подготовленности и проведении самого урока, да, определим и, конечно, тут главное оказать не только методическую, но и эмоциональную поддержку, понимать, что первый урок это всегда трудно, урок, на который кроме тебя будет еще целый класс, будет еще наставник с университета, вы будете присутствовать. Для того, чтобы помочь ему проанализировать урок, скорректировать свои действия. Это очень важный этап, на который, к сожалению, сегодня мы мало обращаем внимания. Провели урок, учитель побежал дальше своими делами заниматься, а студент остался со своими мыслями наедине. Чтобы этого не происходило, и чтобы следующий урок был с учетом тех корректировок, которые нужно вести, нужно со студентами обязательно разговаривать. Ну и последний этап, если мы будем говорить, делай сам и попытаться. Все-таки, да, мы говорим, если практика продолжительность месяц, то это как минимум 2 недели плодотворной работы студента-практиканта. И, конечно, хотелось бы, чтобы в финале мы получили представление о том, насколько эта практика была для него эффективна, что он осознал, что он понял. То есть элементарно беседа, его планы, насколько он пытается, желает идти в это образовательное учреждение, либо вообще связывать свой путь с выбранной профессией. Потому что зачастую статистика такова, что даже отучившись, мы не все идем в образовательное учреждение, не все связывают свою жизнь с той профессией, которую получаем. Но самое важное определиться с той перспективой и как раз тут выступить в том случае и в роли наставника. Сказать, на что обратить внимание, с чем поработать, в каком русле нужно двигаться. Вот таким образом пытаемся работать со студентами, которые к нам приходят, пытаемся им помочь, но, вот как уже было озвучено ранее, что не всегда есть мотивированность, желание с этим работать. Большое спасибо, Иван Владимирович. Возможно, появятся вопросы, да? У меня появились вопросы по ходу вашего выступления. Я практически согласна с каждым предложением вами сформулированным, потому что мысли, которые вы сейчас до нас донесли, это мысли, очевидно, всех присутствующих, потому что это наша боль. Да? Почему? Работая со студентами, мы очень хотим, чтобы хороший студент в качестве молодого специалиста пришел и нас сменил, а с вами вместе работал, потому что мы говорим о разных поколениях. Эту тему поднимала и Марина Александровна, и Любовь Васильевна, Елена Петровна, и я вновь на это акцентирую внимание. Большое значение в этой связи имеет, насколько вы четко это определили, та самая взаимосвязь, которая должна быть не только, кстати, у студента, но и у молодого специалиста, и у учителя практика, это взаимосвязь технологии и предметного содержания. То есть то, что на сегодняшний день является болевой точкой. Да? И при аттестации многих педагогов мы с вами вынуждены констатировать, что не всегда даже педагог
практик, который работает уже не первый год в учебном заведении и преподает предмет, он не может соединить технологии, которые он знает, с тем предметным содержанием, которое должно быть им донесено до учащихся. Как это сделать практиканту? Они очень бодро владеют этими технологиями с точки зрения их перечислений. Да? Очень бодро формулируют, да, теоретическая база. Совершенно верно, коллеги говорят, теоретическая база у них есть. Есть такое выражение, от зубов отскакивает. Да? Но, к сожалению, применить какую-то из этих технологий на реальном предметном содержании очень сложно, кстати, не только студенту, да, но и зачастую, да, и даже на личном опыте, конечно. Да, серьезным ученым-практикам. В этой связи возникает вопрос. Может быть, практики недостаточно, да? Вот вы говорили о количественном времени, да? 1,5 месяца, да, приходит на практику. Может быть, практики должны быть не 1,5 месяца, а может быть, они должны быть периодичны, да? То есть посещение уроков. Тут вопрос, наверное, вот тут, если хорошо, если с представителями университета можно договориться, потому что зачастую к нам последний студент пришел просто сам по себе. То есть я не видел ни наставника, да, они ищут, я не видел ни педагога, преподавателя из университета. То есть, да, вопрос, да, и нам вот на самом деле. Их отправляют и говорят, ищите, где пройдете практику. Да, даже когда уже определяются с базами, то есть есть у нас же договоры, где определены базы, все просто отправляют на съедение буквально студента, и понятно, что он получает бурю негатива. Но вот тут вот с Мариной Александровной, ее зачитывание газеты меня очень порадовало, цитирование газеты очень меня порадовало, что Москва к этому подошла, и если мы говорим, что мы готовим педагогов, то мы должны, наверное, правильно уже с ранней стадии, то есть у них же есть определенные разделы, которые они уже изучили. Предметное содержание, то самое, они ведь уже его изучили, то есть они педагогически готовятся с первого курса, то есть не как у нас раньше там на завершающих курсах обучения только была педагогика, у них все сейчас постоянно. Так почему бы это не совмещать? То есть у нас под боком рядом всегда на базе нашей школы проходит практику учителя начальный класс физической культуры, педагогического колледжа. И вот эту пассивную практику сделать изначально, да, на протяжении долгого периода изучения предмета своего, да, в своем учебном заведении. Да, у вас очень удачная картинка, глядя на которую я обращаю внимание всех присутствующих. Вот система подготовки студентов, чтобы все пазлы сошлись. Что у меня такая же. Ну, в одном русле, думаю, одни проблемы поднимаем и решаем. Мне отрадно слышать, что преподаватели, которые выступали до Ивана Владимировича, и я очень надеюсь, что и после Ивана Владимировича, в одном ключе, да, практически поднимают одни и те же болевые точки, да, которые для нас являются на сегодняшний день важными, как решать. Да? То есть мы на своем уровне учителя практики пытаемся решить их через систему энтузиазма. Да? Пока есть энтузиазм, и это здорово, что он есть. Но одного энтузиазма недостаточно. Желание связи именно с университетом хотя бы. Вот это, наверное, второе направление, которое нужно сказать. Да, конечно. Эта газета, она у нас свежая, от 14 апреля 2017 года. И поэтому, я как промотать у нас куда надо. Она так и называется. Да, и вот тут, значит, выступает Марина Захарова, министр образования Московской области. Она это же продолжает, что именно с первого курса студентов определенное количество, они должны пройти пассивную практику. А чтобы шли работать, посмотрите, как Московская область они себя уже позиционируют. И когда мы говорим о молодых специалистах, мы понимаем, что их зарплата меньше, чем у тех, кто имеет стаж. И поэтому с 2016 года по поручению губернатора они специально им отдельно ввели подъемные для молодых специалистов 150 тысяч рублей. 50 тысяч они получают сразу, в первый год работы, а 100 тысяч по окончании второго года. И мы с ними подписываем соглашение, что они 3 года будут работать в школе. И вот все это сделать для них так, чтобы они все-таки, молодежь оставалась работать в школах. Видите, все равно. И поэтому, ну именно в первые 2 года это важно, и мы ведем работу с директорами учебных заведений, конкретно уже. И в первую очередь, чтобы этим молодым специалистам обязательно назначили наставника. То есть это сама министр пишет, это ее слова. Что именно к директорам обратиться. Они просто возьмите меня кто-нибудь
Действительно, вы подняли как раз вот эту проблему, которую мы как раз и обсуждаем, да? То есть данная проблема. Газета прямо с Она- уроки пришла. Бесплатная газета. Совершенно верно. В продолжении нашего разговора у нас выступление Натальи Владимировны Ивлевой, учителя истории и обществознания Сыктывкарской школы номер 28. И тема ее выступления – проблемы системы работы со студентами в ходе педагогической практики. Пожалуйста, Наталья Владимировна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Выступающий передо мной говорил о проблемах подготовки студентов в вузах. Я, знаете, продолжу немножко с другой стороны и обозначила тему своего выступления как проблемы и системы работы со студентами в ходе педагогической практики. То есть я буду рассматривать проблему со стороны наставника. Вот что такое наш пришедший к нам на практику студент? Прежде всего, не факт, что это будущий педагог. Поэтому мы работаем с человеком, который пришел попробовать. Вдруг получится, вдруг не получится. Уже, как говорили, это очень короткий период, и вот последняя моя студентка, она пришла и сказала, а мне надо дать только один урок и одно мероприятие. То есть назвать это педагогической практикой, ну, довольно сложно. Тем более, что девушка уже где-то работала в другом месте и говорила, да мне только для диплома. Поэтому здесь тоже проблема. Они идут к нам не добровольно. Это их обязанность для того, чтобы получить документ. Поэтому они приходят действительно немотивированными, не настроенными на то, чтобы глубоко погрузиться и в процесс обучения, и знакомиться с ребятами. Да и мы им, знаете, в качестве вот этого наставника, ну, то есть тоже как бы временная мера. Ну и, наконец, это люди, которые не несут ни профессиональной ответственности, ни за здоровье ребенка они не отвечают, ни за то, чему они научат на этом уроке, который она даст единственный. И, кроме того, они и сами являются объектом обучения на тот момент, когда они к нам приходят. Поэтому вот я, например, воспринимаю этих студентов как учеников, во-первых, а во-вторых, знаете, такой настороженно очень, потому что вроде хочется им много чего дать, но с другой стороны ты понимаешь, что это может быть, знаете, вот оттолкнут и не возьмут, и объяснить ты им не сможешь, что, послушай, это ведь тебе надо, потому что на самом-то деле 70% не надо. Или, по крайней мере, думают, что им это не надо. Ну вот с проблемами я тоже соглашусь, да, все, что до меня говорили, да, и знание методик, и технологий построения организации и результатов учебного процесса, это вот самая главная проблема. О чем мы говорим, когда многие приходят с проблемами в содержательной части, не говоря уже о том, чтобы это все действительно применить. Опыта педагогической работы нет, никакого нет. Потребности самоанализа не существует. Своя профессиональная деятельность представляется как что-то эфемерное в будущем когда-нибудь. И кроме того, никаких приемов и контроля, и самоконтроля, о чем тоже говорили предыдущие выступающие, когда даже трудовая дисциплина, в общем, в принципе, может западать и восприниматься как, ну я же пришел. Вот те этапы, которые показали передо мной, я сократила. Я сделала их более объемными и выделила только те, которые, мне кажется, наиболее важными. Я буду идти прямо по этапам, рассказывать, как я себе представляю. То есть вот проблемы я обозначила, теперь система. Все-таки его надо же чему-то научить, да? Нужно его каким-то образом показать, развернуть ему перед ним, что такое педагогика, что такое деятельность педагогическая. То есть показать, вот да, что это такое на самом деле. Итак, я покажу, а ты смотри. Вот я предлагаю вашему вниманию такой развернутый анализ этого этапа. Во-первых, я выделила для себя, что я должна на этом этапе сделать. То есть я наставник, да? Показать свой положительный опыт педагогический. Ну, передо мной это звучало как показать открытый урок. Совсем не обязательно, чтобы это был, на мой взгляд, открытый урок. Обычный рабочий урок с максимумом разнообразия в этом уроке, потому что, чтобы он потом, и сейчас потом увидите зачем, чтобы он многое чего в этом уроке увидал. Дальше. Он должен увидеть, что педагогика – это прежде всего не рутина
из урока в урок. Приходя, вот ты говоришь, объясняешь, там, спрашиваешь, а это творчество. Творчество каждого из нас, и в этом творчестве мы можем и себя реализовать, и показать себя в конце концов. Ну и чего уж греха таить. Показав себя, мы хотим добиться успеха, правильно? То есть это наш успех, мотивация на успех. Ну и, наконец, очень хочется, чтобы они остались в школе. Действительно, проблема заключается в том, что мы не имеем за спиной очередь, как говорят, скамейка у нас далеко не длинная, и поэтому хочется, чтобы этот ребенок, ну простите, что я его так называю, он пришел в школу и сказал, а мне показали, как это здорово, и я здесь хочу остаться, я буду здесь жить, это мой дом. Вот первый этап, что мы должны успеть. Он на самом деле очень короткий, потому что ну, некогда потом будет дальше этим заниматься, времени нет, а успеть действительно очень много надо. Они приходят с проблемами, и нам нужно, чтобы он в класс вошел, ну, хоть немножко подкованный, да, хоть какие-то доспехи нужно ему дать. Итак, прежде всего, это программы по предмету, то есть какой-то класс ему достался, его нужно направить на изучение программы вот этого класса, этого вот этапа, на котором он будет работать, чтобы он хоть понимал, представлял, что там конкретно требуется, а не тот вал информации, который у него в голове, и вот он пришел, вывалил на бедных детей, и все, на этом все дело остановилось. Усвоение требований к современному уроку. То есть, конечно, им на педагогике дают, и, конечно, они, возможно, чем-то владеют, но он должен понимать, чего он хочет от этого урока. Прежде всего, войдя в класс, он должен понимать, а на выходе-то что будет? Ну, дальше идет вот ознакомление с методической литературой по предмету, ну, то есть тупо подсовываем ему какую-то методическую книжку, которую он прочитает. Ознакомление с методикой на уроке, да, ну, если прочитает, да, и выделяем, то есть он должен понять, что он должен сделать, потому что у него не только урок, но еще и внеурочная работа по предмету, и он должен понимать, что ему надо и эти же самые методы, и эти же самые технологии, и эти свои знания применить еще и в неурочной деятельности, так, чтобы ребенку было интересно, и чтобы он захотел что-то подобное провести еще раз и не один. Ну и вот, собственно, сама система работы на этом этапе. Я выделила несколько форм взаимодействия и поставила перед этими формами определенные задачи. Да? То есть первая форма – это консультация с этим ребенком, да, с этим студентом-практикантом. То есть мы вместе разрабатываем план занятия, планы занятий. Дальше пытаемся ввести какие-то документы, которые вот в школе. То есть сейчас вот облегчили жизнь с электронным журналом, но все равно у нас же есть куча документации и по детям, и по урокам. Вот пытаемся понять, что он должен в этот момент знать, уметь и делать. Дальше. Форма беседа. Вот она неформальная. Она не имеет какого-то обозначенного времени. Это может быть спонтанно возникшая ситуация. А это может быть, он подойдет, скажет, спросит, а не могли бы вы мне объяснить? Там или еще что-то. Да? Здесь мы разрабатываем план его практики, пытаемся понять, когда нам удобнее, когда лучше встречаться и так далее. Дальше, ну, посещение уроков – это его обязанность. Он должен приходить на практику для того, чтобы увидеть, как работают педагоги. И действительно, это совсем не обязательно мой урок. Он может попросить, или я могу ему посоветовать пойти вот к этому преподавателю, там интересная технология, вот к этому преподавателю, у него какие-то моменты, которые можно увидеть. Я вообще на самом деле хотела сосредоточиться вот на четвертой форме анализ урока практикантам. Обратите внимание, я поставила моего урока. Вот я там вначале говорила о том, что он должен увидеть разнообразие методов на уроке, которые я ему показываю. Почему? Потому что после урока он должен проанализировать, и я должна, знаете, вот это на самом деле для меня, мне надо увидеть, а что он увидел на этом уроке, вообще какие у него базовые знания, знает он эти формы, видел он эти формы, увидел он эти формы, может ли он их выделить, может ли потом он их применить, потому что дальше ему нужно будет давать урок. На первом этапе я провожу анкетирование самого студента для того, чтобы он мне показал, хочет ли он работать в школе, скажем, да, есть ли у него какие-то интересы, может быть, у него есть какой-то особый
интерес к какому-то конкретному этапу истории. Ну, то есть вот какие-то его личностные предпочтения, которые он мне покажет. Но это только на определение ожидания от практики, не более того. Ну и, наконец, понятно, что он получает кучу всяких заданий, поскольку он же ученик у меня, да, то есть я даю ему литературу, которую он должен просмотреть или прочитать, какие-то советы, что нужно в этой литературе найти, может быть, направляю его по какому-то пути, чтобы ему было потом проще подобрать технологии для своего урока. Итак, вот я примерно где-то 1,5, максимум 2 недели отвожу на эту работу вот именно в этом. Следующий этап называется «Давай сделаем вместе». Вот на этом этапе я его включаю уже не как ученика, а как преподавателя. Как учителя, который, конечно, еще не может столько, сколько я, но он уже должен уметь определенные вещи. Он должен пытаться здесь проявить то, что он уловил за эти 2 недели, каким-то образом показать мне, что он, да, действительно в состоянии, например, провести часть моего урока. То есть вот я его включаю в урок и говорю, значит так, вот сегодня проверка домашнего задания, допустим, на тебе. Предложи что-нибудь интересненькое, сделай, что ты можешь на этом уроке. Покажи мне, как это ты вот должен все это увидеть, да? Мне кажется, что это позволяет ему ускорить процесс формирования его педагогических навыков. Ответственности у него пока никакой, но все равно какая-то доля вот в работе у него уже прослеживается. Ну и дальше, может быть, после того, как этот урок пройдет, может быть, поговорить с ним опять же, сейчас будет дальше вот опять беседа, да, те же самые этапы, но только совсем с другим содержанием, с другими планами, с другим каким-то качественным наполнением, которое вот на этом этапе уже есть. То есть после урока мы можем с ним поговорить, а какие еще формы проверки домашнего задания ты мог бы предложить. Например, вот посмотри на меня, может быть, я что-то сделала неправильно на этом уроке, по твоему мнению, а возможно, ты мог бы сделать по-другому, а как бы ты сделал по-другому. И здесь уже совсем содержание идет, уже работа, знаете, коллег. То есть коллеги работают на выработку общего понимания того, что конкретно мы должны на вот этих уроках получить. На консультациях это уточнение планов, составление характеристик класса, то есть он уже видел детей, он уже знает, он уже понимает. Применение приема определенные, не все. То есть он не может, конечно, выстроить мне технологию на весь год, но на какой-то момент он уже ее может. Адаптация к ученическим коллективу, да, там, которые у него будут классы, допустим, будет у него, обычно они берут, кто-то приходит, говорит, дайте мне только старших. Другие говорят, дайте мне малышей. То есть вот тот коллектив, который, собственно, выбрали, да. Спорные вопросы, потому что студенты иногда ведут себя понебратски, иногда дают себе слабину общаться с детьми, ну, они же ближе им по возрасту, да, вот они, собственно, как бы пытаются эту проблему коммуникации как-то наладить, чтобы это выглядело, пусть и с ними по-дружески, но все равно ты им не брат, не сват, а должен какую-то разницу, дистанцию все-таки держать. Посещение уроков, уже теперь его уроков. Проверяем, как он запланировал, что запланировал. Отслеживаем наличие, отсутствие ошибок. Там могут быть самые разные ошибки, которые он допускает. Ну и хронометраж урока и его этапов. Это самая большая проблема. Вечно или не успевают, или закончили за 15 минут, и все, у меня урок, и смотрит на тебя. Ну я же закончил. Дальше-то что? Вот. Наконец, анализ урока, теперь он уже сам анализирует, да, по технологической карте, которую составил до того, как он пришел на урок, что получилось, что не получилось, почему, по его мнению, не получилось. И дальше, как работали ребята, контакт, есть контакт, нет контакта, почему не пошла работа. Вот это тоже большая проблема для любого практиканта. Анкетирование детей анонимно, да, то есть вот они, я даже не говорю зачем иногда, да, почему, вот, оцените вот, допустим, вот этот этап урока, или там оцените вот эту работу, понравилось, не понравилось, ничего им не говорю, да. Но в любом случае для меня это рабочий материал, с которым я там дальше буду работать. Ну и, наконец, самообразование никто не отменял. Дальше мы углубляемся в технологии, которые ему понравились, или которые он не знал, может быть. Опять это все чисто индивидуально. Составляем технологическую карту для последующих его уроков. И дальше последний этап, сделай сам, а я подскажу. На этом этапе нужно, на мой взгляд, опять же, да, все закрепить,
все, знаете так, поставить на свое место, назначить ему полку, на книжной полке место, где будет стоять именно это умение, этот навык, который он уже отработал. Чтобы он закрепил и осмыслил уровень, чему он научился. Вот сейчас по ВГОСам, да, смайлики. Нравится, не нравится, я умел, я не умел, у меня получилось, у меня не получилось. Это примерно на этом уровне. Что у него как профессионала начало складываться, а что не складывается. Ну и, наконец, мне надо понять, как он самостоятельно может выполнять задачи, потому что впереди у него самостоятельный урок, который он будет готовить сам, который он проведет сам и который проанализирует тоже сам. Вот такая таблица, значит, это вот на следующий этап. Те же самые формы, которые я взяла с самого начала. Консультации теперь, на мой взгляд, вот они так и бывают, уже проходят реже, потому что уже меньше стало вопросов проблемных, которые он задает. Дальше беседы. В основном я его уже включаю, этого студента, в работу с классом и с родителями. Пусть в качестве просто присутствующего. Может быть, у него есть, спрашиваю, у тебя какие-то вопросы, замечания. Вот вызвали родителя, вот почему его вызвали? Можешь объяснить, что он делал? Скажи. Дальше. Посещение уроков. Там дальше идет только окончательное обобщение его методики и выставление оценок, поскольку практика требует поставить оценку за уроки и мероприятия, которые он провел. Анализ урока, вот зачетный урок, полный анализ и самоанализ урока, выделение проблемных зон, способов их решения. То есть он должен увидеть, где получилось, где не получилось. Анкетирование на выходе – это самоанализ по итогам практики. То есть мы ставили в начале цели этой практики, получилась практика, удалась практика, достигли цели, которые поставили перед практикой, или нет. Потому что вот именно от этого будет зависеть, останется он или не останется. Ушел довольный, счастливый, он не побоится прийти в школу. Ушел огорченный, не получилось, значит, школа его не ждет. Он больше никогда не появится на пороге нашего заведения, а будет искать себе применение где-то в другом месте. Ну и, наконец, подведем итоги. Учитывая все особенности работы с практикантами, можно сказать, что необходимо иметь четко структурированный план, продуманный, который будет служить подспорьем для работы с практикантом. И для достижения приемлемого результата в соответствии с целями наставник и практикант должны строго придерживаться выполнения данного плана, чтобы в конце увидеть, насколько это было продуктивно. Ну и в качестве дополнения доброжелательность, такая улыбчивость, абсолютное принятие всех проблем, которые у этого студента есть, и, на мой взгляд, искреннее желание помочь разобраться вот в всех проблемах, которые у него возникли. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Владимировна. Тема, поднятая большим количеством преподавателей, и в вашем лице в том числе, она подробно, обстоятельно раскрыта с точки зрения мотивации молодого специалиста, с точки зрения мотивации студента-практиканта для выполнения очень важной миссии – это педагогической деятельности. Ну и в этой связи, возможно, появятся вопросы. Да? Какие вопросы появились? Может быть, уточнения, подтверждения, соглашения? У меня вот есть вопрос. Вам студенты на 1,5 месяца приходят? Последний раз была на 1,5, да. Но до этого же они приходили на четверть. Раньше, да, а сейчас им вообще сократили количество педагогических вот дней, и потом мы же еще и учимся, вот, то есть у них такая какая-то странная практика. Поэтому я соглашусь с теми, кто говорит, вот, что нужно эту практику, если уж готовим педагогов, как вот в педколледже, да, то есть он постоянно на базе, он работает с классами, со школой, школа для него дом родной. То есть держится. Да, 3 недели учиться, неделю в школе, 3 недели учиться, неделю в школе. Практика не оплачивается. Да, это понятно. Ну, вот с точки зрения меня, я, наверное, в этом смысле сумасшедший человек. Я ни за одного человека не получила плату. Сколько их было, но я как-то вот все время, вот неважно было. Наверное, что-то вот в этом есть определенно. Неверно. А почему они не приходят? Студенты? Да. Нет, почему вот не приходят на работу в школу? Почему не идет молодежь? В сельских районах проблема еще серьезнее, потому что там вообще не хватает учителей. А мы с вами знаем этот ответ, конечно. А можно я попробую ответить на вопрос? Вот мы тут с коллегами сидели, когда на семинаре, когда готовились экспертные комиссии, да, возник разговор о том, что дети считают,
наши школьники считают, что учителя – это малообеспеченный класс, что там они не заработают. Меркантильность современного мира такова, что они ищут работы, где они могут получить достойную оплату, достойный доход. Вот это одна из причин. Вторая, они ведь сами из школы, многие уходят, вы знаете, ну, далеко не надо ходить. Известный Андрей Малахов, который говорит: я ненавижу школу. Он на всю страну объявляет о том, что он школу ненавидит. Школа ему ничего не дала для его реализации, и все, что он делает, он достиг самостоятельно и без школы. То есть вот имидж, который сейчас у образования и у школы, он такой, что туда идти не хочется. Уважение к профессии, престижность профессии сведена до очень-очень низкого уровня. Отсюда и нежелание идти в школу. Ну, материальная составляющая, на которую Ну, вы обратили да, внимание, да, она да, доминирует, к Да. сожалению, да? Ну и отношения, собственно говоря, общества, да, вот вы обозначили два Две вопроса. проблемы. Ведь ранее были педагогические классы, Нина Юрьевна. Помните, когда в старших классах было педнаправление, и дети занимались педагогикой еще со школьной сферы. Было такое в прошлом веке, да, такое Да, в было. прошлом веке, да. Такое было. Не в прошлом, у нас в Республике Коми педкласс я видела, Сторожевский, да? Да, ну, Ну там вот у нее вот в этой школе был педкласс, 26 человек. то есть вот она проблема, которую, ну, не нам с вами, к сожалению, Да. решать, а что можем мы, да? То есть мы Мы есть можем точки только зрения попытаться их рисовать. убедить, что школа – это хорошо. и то, что можем мы, Элементарной да, стойкости. в выступлениях практически каждого из педагогов это прозвучало. Вот это отрадно слышать, что несмотря на то, что финансово никаким образом это не стимулируется, даже и морально никак не поощряется, а педагоги практики, тем не менее, берут на себя большой груз труда, огромный груз ответственности, и, несмотря на все вышеуказанное, все-таки работают, да, и с молодыми специалистами, и со студентами-практиками, на практику пришедшими. Почему? Если не мы, то кто? Да? Получается такой ответ. Там, если не мы, то кто? Мне особенно отрадно слышать то, что мы, еще раз повторю, в едином ключе забрали важную тему. Это организация работы наставников с молодыми специалистами и студентами. И более того, мы эту тему не стали делить. И так получилось, что в своих выступлениях преподаватели, которые сегодня у нас выступали, они смогли донести до слушателя, что эта тема неделима, она взаимосвязана. То есть если мы готовим студента-практиканта, то, следовательно, мы готовим себе смену молодого специалиста, с которым будет намного легче работать и вводить в его профессию, если он изначально будет идти, как верно подметила Наталья Владимировна, смотивированным на практику, с желанием идти и что-то узнавать, а не для того, чтобы ему просто подписали эту практику. То есть вот проблема озвучена, и, как верно заметил Иван Владимирович, данную проблему мы в одиночку решать пытаемся, но решить ее в одиночку крайне затруднительно. Здесь необходимы обязательно контакты с высшими учебными заведениями. Здесь необходимо контактировать и на уровне администрации, которая должна составить план взаимодействия и, соответственно, и материальное поощрение, естественно. И контроль, безусловно, тоже должен быть, и административный в том числе. А пока у нас происходит только вот на том уровне, который мы можем предложить. Да? И хорошо, что мы это делаем. Большое спасибо за огромный вопрос. Это был наш самый главный вопрос относительно темы организации работы наставников с молодыми специалистами и студентами. У нас осталось два небольших вопроса. Это вопрос итоги деятельности работы Республиканского методического объединения в 2017-2018 учебном году и наши вопросы планирования на следующий учебный год. Ну, подводя итоги деятельности РМО в текущем учебном году, следует сказать, что на протяжении этого учебного года, когда мы ввели работу Республиканского методического объединения на первом установочном заседании, это началось у нас со 2 ноября 2017 года, было запланировано 4 заседания, собственно говоря, мы их все 4 и провели. Были рассмотрены такие вопросы, как организация деятельности РМО, учителей истории обществознания, создание условий для развития потенциальной одаренности учащихся как основы становления и развития конкурентоспособной личности. Был рассмотрен
такой важный вопрос, как контрольно-оценочная деятельность учителя в современных условиях, вопрос особенностей организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности молодого учителя. Также были рассмотрены и вопросы, касающиеся лучших практик педагогических учителей, стажистов по развитию одаренности учащихся, вопросы методических рекомендаций при подготовке учащихся к решению заданий высокого уровня сложности единого государственного экзамена по предметам история и обществознание. Были рассмотрены проблемы учителя при подготовке к аттестации и изменения в процедуре аттестации педагогических работников. Должен был сегодня прозвучать вопрос относительно внедрения проекта «Российская электронная школа», но так полагаю, что мы его перенесем на следующий учебный год. Активно участвовали в деятельности Республиканского методического объединения такие преподаватели, я с удовольствием называю их фамилии. Это Харьковская Светлана Геннадьевна, учитель истории и обществознания Сыктывкарской школы номер 1. Апаницына Марина Александровна, это учитель истории и обществознания Сыктывкарской школы номер 38. Сегодня Марина Александровна с нами присутствует, и сегодня имели счастье и удовольствие слушать ее. Большое и активное участие принимала в работе Республиканского методического объединения Абрамовская Любовь Васильевна, учитель истории и обществознания технического лицея города Сыктывкара. Любовь Васильевна сегодня тоже имели удовольствие слушать. Большое значение в деятельности Республиканского методического объединения имеет работа Ивониной Инны Владимировны, учителя истории и обществознания Сыктывкарской школы номер 30. Принимала активное участие в работе РМО Попова Елена Гавриловна, это учитель истории и обществознания технологического лицея. Следует отметить, что немаловажную роль сыграли в деятельности Республиканского методического объединения такие преподаватели, как Иван Владимирович Кремер, мы сегодня тоже его слушали, это преподаватель Сыктывкарской школы номер 12, Наталья Владимировна Ивлева, это преподаватель Сыктывкарской школы номер 28, Елена Петровна Киселева, преподаватель школы номер 1 города Нику. И большинство из мною названных преподавателей сегодня перед вами выступали по одному из самых важных, сложных и животрепещущих вопросов. Основные вопросы, которые мы рассмотрели в текущем учебном году, мною был изложен. Третий и последний вопрос нашего заседания – это наши планы на будущее. Мне бы очень хотелось, чтобы преподаватели подключались к вопросам планирования в течение ближайшего времени. У нас есть конец апреля, май, можно и летом. На нашем портале образования, открытое образование Республики Коми, имеется электронная почта, на которую можно отправить свои предложения, и таким образом можно поучаствовать в составлении плана работы Республиканского методического объединения на 2018-2019 учебный год. Ну а пока можно озвучить некоторые аспекты, которые предлагаются для рассмотрения в 2018-2019 учебном году. Это такие как современные проблемы преподавания истории и обществознания в школе. Данный вопрос он возник не случайно, и сегодняшнее выступление – яркое тому подтверждение того, что данная тема должна быть обязательно рассмотрена. Следует также рассмотреть в следующем учебном году и технологии обучения, которые должны способствовать повышению качества преподавания истории и обществознания из практики педагогов. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам. И, коль скоро мы уже в этом учебном году принимали очень важное участие в деле популяризации опыта преподавателей к подготовке учащихся к экзаменам по истории обществознания в ЕГЭ, то полагаю, что в следующем учебном году следует раскрыть и вопрос не только подготовки учащихся к экзаменам единого государственного экзамена, но и основного государственного экзамена, и, соответственно, внести отдельно в тему подготовка учащихся из опыта преподавателей и практиков государственной итоговой аттестации, включая ОГЭ и ЕГЭ по предметам истории обществознания. Вот небольшой спектр вопросов, которые, естественно, являются основополагающими, но этот список не полный, которые мы обязательно запланируем в 2018-2019 учебном году, и, соответственно, по такому набору тем мы будем работать в следующем учебном году. Следует также еще раз обратить внимание уважаемых педагогов республики
присылать свои предложения, какие вопросы с вашей точки зрения необходимо разобрать в следующем учебном году. Я напоминаю о том, что можно использовать и нужно использовать портал «Открытое образование Республики Коми». На данном портале есть возможность размещать свои методические продукты, которые должны, естественно, пройти экспертизу. И тех преподавателей, которые уже присылали свои работы на мой электронный адрес, я хочу предупредить о том, что ваши работы сейчас находятся на экспертизе. По завершению, положительному, если завершению, они, естественно, будут на данном портале. Также хотелось поговорить, если мы желаем, чтобы наши методические разработки были на данном портале, будьте любезны не забывать писать пояснительную записку, потому что это является одним из основных условий, несмотря на то, что ваша методическая разработка может быть качественной полностью, но без пояснительной записки она не может быть размещена на данном портале в силу того, что это первое условие, когда эксперт проверяет вашу разработку, обращает внимание, есть пояснительная записка или нет. Если вы присылали свои разработки и данная пояснительная записка у вас отсутствовала, то вы, пожалуйста, восполните этот пробел и дошлите эту пояснительную записку для того, чтобы экспертиза прошла качественно. Я напоминаю руководителям муниципальных методических объединений о том, чтобы информация о вашем методическом объединении была на портале «Открытое образование Республики Коми», вам необходимо прислать о себе информацию. К сожалению, на сегодняшний день не все муниципалитеты откликнулись на данную просьбу руководителя Республиканского методического объединения. И для того, чтобы данная информация была у нас размещена на портале, ее необходимо просто прислать, и после обработки она будет выложена на портал «Открытое образование Республики Коми». Мы сегодня завершили практически обсуждение всех вопросов. В конце апреля месяца, мы накануне хорошего месяца, месяца мая. Для нас с вами месяц май – это месяц Великой Победы. Поэтому я с огромным удовольствием поздравляю всех и присутствующих, и тех, кто нас смотрит, с великим нашим праздником, с нашей гордостью. Это Днем Победы. Желаю хорошего здоровья, настроения. В будущем нас ждут экзамены. Поэтому я желаю, чтобы ваши выпускники порадовали вас своими результатами. А предстоящие отпуска порадовали вас не только тем, что они будут, но и тем, чтобы вы смогли все-таки отдохнуть. Да, понятно, надо нам писать рабочие программы по учебным предметам, различного рода разработки, но про отдых забывать мы тоже не должны. Поэтому поздравляю всех с наступающими майскими праздниками, с предстоящими экзаменами, которые, очень надеюсь, что выдержат наши дети, и мы порадуемся их успехам, и нас с будущими отпускными месяцами. У нас с вами есть возможность отдохнуть, главное, чтобы мы ей воспользовались. Таким образом, на этом 4-е заседание Республиканского методического объединения учителей истории и обществознания мы будем считать закрытым. Всем большое спасибо. Я говорю, Марина, главное засветиться. Марина Александровна. Марина Александровна, главное засветиться. Я надеюсь, ты у меня, знаешь, Просто у меня моего класса я только один урок там. Маринка замечательная. Любушка, она слабее, вернее, она долго запускает. Вот она такая, хорошая.